давления и санкций сейчас особую важность приобретает вопрос о замещении импорта товарами, произведенными внутри страны. Первый республиканский фестиваль «Сделано в Якутии. Выбирай свое» призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению. Такой фестиваль стал ярким событием уходящего лета. Сегодня об этом мероприятии мы поговорим с гостями нашей студии. Ириной Атласовой, исполнительным директором Ассоциации предпринимателей Республики Саха-Якутия «Сделано в Якутии», и Кристиной Яковлевой, руководителем гончарной мастерской «Той Арт». Добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Ну что, девушки, расскажите вообще, как вы пришли к такой идее провести этот фестиваль? Он первый. Как возникла идея, сколько сложно было реализовать, или все само собой складывалось? Да, ну, как говорится, идея приходит у кого-то конкретно, да, у очень креативного человека или у группы людей. И вот Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии», как раз Республики Саха-Якутия, он в конце 2018 года был создан. Это некоммерческая общественная организация. И на сегодняшний день данную ассоциацию возглавляет председатель ассоциации, очень идейный, креативный человек, наш лидер, это Григорьева Ольга Григорьевна. И у нее возникло как раз вот в начале этого года организовать такое вот масштабное мероприятие, фестиваль, который бы объединял именно местных производителей, товаропроизводителей, да, и не только, в целом нас, якутян, которые представляют себя вот в априори вообще местных людей, которые показывают свое творчество, талант через свой труд, через свои изделия, через свои товары. И благодаря нашей команде организаторов, всех неравнодушных людей, членов ассоциации и, конечно же, наших спонсоров, партнеров, данный проект реализован. Но сколько там вообще было всего площадок, проектов? Площадок было предостаточно. 3 дня мероприятие проходило. И 25 августа у нас сначала была деловая часть. В деловой части у нас были 3 площадки. 2 круглых стола у нас проходили в окружной администрации города Якутска. Это заседание общественного совета «Выбирай свое» и круглый стол на тему креативной индустрии в Республике Саха-Якутия. И также в Республиканском медиацентре у нас состоялась конференция наших гончаров, керамистов, ремесленников именно на тему якутская керамика, вообще вот проблемы, перспективы развития. 26-27 уже у нас более масштабно, уже более культурно, спортивно, развлекательно, с привлечением и людей, зрителей наших, да. И они проходили у нас в старом городе, это была ярмарка, выставка, в Кружале у нас проходил. Замечательное проходило событие, это подведение итогов республиканского конкурса «Лучший туристический сувенир Якутии». И на площади Ленина у нас, Ленина, состоялся турнир командный среди трудовых коллективов по национальным настольным играм «Хабалыхамовской ерегой». И завершилось все это замечательным, просто 3-часовым концертом наших замечательных, талантливых якутян в формате открытой сцены «Мы из Якутии». Ну, смотрите, когда вообще мы говорим о местных товаропроизводителях, да, у многих складывается такая картина, что чаще всего мы производим продукты питания в основном, да, как будто бы сельхозпродукция, сельхозкооперативы. А помимо этого ведь есть у нас и бренды одежды, да, и там украшения производят, вот, текстиль, керамику. Вот как раз вы, Кристина, победитель, да, в одной из номинаций, расскажите. Да, мы заняли 2-е место по линейке «Лучший туристический сувенир». И, как видите, вот он, победитель у нас тут лежит. Можно прям посмотреть, взять. Вот наше производство, брендированная упаковка. Да. И вот само наше изделие, маленький камелек, который должен быть в каждой якутской семье. И вот к нему свечки. Получается. Это как камелек, да, и туда свечка ставится внутрь. Наш якутский очаг, да, с лекарственными травами. Ой, там же даже то, что поджигается и пахнет. Да. Наборчик такой. Давайте я покажу, посмотрю, какая Вообще красота. Да. И пахнет. Местные трава. И это вот как раз, это и есть местный сувенир, да? Да. А какие еще там сувениры?
Ой, вообще, вот идея проведения такого конкурса, вообще туристический сувенир в принципе проводится на всероссийском уровне уже давным-давно, да? А у нас первый раз такое А было. у нас первый раз проводится этот конкурс, и вот ассоциация является учредителем данного конкурса. И мы очень-очень рады, что из разных уголков нашей Якутии приняли участие. Вот поступило 44 заявки. И наши арктические районы, да, и Жиганский район, и Аймиконский район, Оленёкский, Венкийский район, и даже вот наши города, город Якутск-Активна, Мирный, Нерюнгри, Верхневилюйский, Намский, вообще география очень такая обширная, и мы очень довольны, что для первого раза наш конкурс сразу вот такой вот прям масштаб приобрел. Номинаций было География много. такая обширная Да. получилась, да, участников? И номинаций было разных. Вот то, что Кристина сказала, это она второе место заняла именно в номинации «Линейка туристических сувениров». А были еще и такие номинации, как гастрономический сувенир, еда, напиток, да? Были такие, как магазин сувениров, допустим, или лучший туристический маршрут, или же, допустим, сувенир-игрушка. То есть вот такие вот номинации. И во всех этих номинациях были заявлены замечательные просто вот сувениры и заявки. То есть тут, получается, основная идея была в товарах, так сказать, на экспорт. То есть то, что может заинтересовать туристов, то, что может быть интересно гостям из-за пределов республики, да, или когда-то где-то в перспективе продаваться за пределами республики, да? В этом И смысл? совершенно верно. И мало того, вот когда человек куда-то ездит, и мы тоже ездим, да, якутяне, и к нам приезжают очень много туристов. Человек, когда приезжает куда-то, он приходит туда за эмоциями. За эмоциями и за впечатлениями. И хочет увести что-то, вот частичку чего-то от этой местности. И наша задача, вот как раз представителей, да, вот креативной индустрии, представителей вот народно-художественных промыслов, вот это подготовить максимально близкое для нашего региона, чтобы человек, который взял это с собой, и что самое главное, вот один из самых критериев, это чтобы сувенир вмещался в ручную кладь. Это важный критерий. Вообще на всероссийском даже чтобы уровне. был маленький. Да. И чтобы взял с собой частичку эмоций, увез и вспоминал про Девчонки, это. вы меня так сбили вот этой красотой, что я забыла совершенно сказать, что мы работаем в прямом эфире, и нам можно позвонить в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. Или, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Там на Якутия-24 прямой эфир и будет всплывающее окно. Тогда, получается, вот туристический сувенир, это был основной конкурс, так скажем, да? Ну, как сказать, это как фишка же, да? Как основной из таких событийных мероприятий, конкурсов, которые мы, во-первых, презентовали на торжественном открытии нашего фестиваля, да? Ну и самое главное, это через продукт, через сувенир показать творчество, талант, изделия наших местных производителей. Те, кто принимали участие у нас на ярмарке продажи или в целом вообще на выставках, это те люди, которые и многие являются участниками конкурса. Поэтому это очень важный такой момент. Это взаимосвязано. Вот вы еще отдельно сказали про якутскую керамику, что вы там обсуждали керамику. Вот интересно, как сейчас дела обстоят с глинодобычей, вообще вот с этой деятельностью, потому что мы привыкли к фарфоровым чуронам, которые в Китае производятся, а вот керамика... Да. Вот 25 числа у нас прошла первая конференция на тему керамики, проблемы и вот ходы как бы развития, да, при поддержке Министерства промышленности и предпринимательства. Мы там обсудили, какие мы столкнулись с проблемами, сплотились, как раз создали первый союз керамистов и нашли некоторые пути выхода. А какие главные проблемы? Это вот, да, добыча глины вообще по России сейчас нет. А у нас как? А у нас-то вообще-то уже нет. Вообще нет по Якутии. Имеется в виду, чтобы ее добывать, надо иметь некоторые документы, лицензии и так далее. И по этим вопросам вот Министерство промышленности как раз нам и ответило, и проконсультировало, как нам поступить с этим. И вот и поддержка вот Министерства предпринимательства, как нам получить гранты и так далее.
То есть вы где-то будете эту глину Да. заказывать там? В недалеком будущем, да. Ага. Ну, Надеемся. причем объединитесь и все вместе будете где-то заказывать глину. Думала, в Якутии все есть, оказывается, глины нет. Ну и вот про креативную экономику тоже отдельно сказали, что там что обсуждалось? Ой, у нас как раз вот на круглом столе креативная индустрия Якутии. Очень много представителей было, да, вот из сферы. Ну, это сейчас вообще креативной индустрии, приоритет да. такой, да, не только Ну в и, России, соответственно, в наша республике. Якутия же является лидером в этой области, да. Но при этом мы креативную индустрию видим только через IT пока, да, ну вот имеется в виду через фильмы, наше кино. Это тоже нужно, это тоже есть. Но мы должны понимать и доносить до наших производителей и до населения, самое главное, да, кто, возможно, желает этим заняться, что за этим будущее действительно. К креативной индустрии, вот как мы уже говорили, относятся изделия народно-художественных промыслов, да, это и ювелирная отрасль, это и в целом вот дизайнерское искусство, да, то, что мы видим, вот различные дизайнерские ну, вот, бренды одежды, бренды, да, местные. одежды, местные украшения. Мода, дизайн, все. Да, совершенно верно. И мы в этой части вот И производство сейчас сувениров, должны- в общем, тоже креативное. это, конечно, это один из самых таких тоже важных моментов. И вот надо, чтобы наши якутяне взялись за это конкретно сильно, чтобы мы массово это изготавливали, потому что у нас есть такая уникальность, возможно, и плюс, возможно, и минус, то, что у нас есть уникальные изделия, мастериц. Якутия огромная, но эти изделия, они одиночные, единичные, и лежат они дома у кого-то, да? А наша задача, чтобы сувениры мы монетизировали, чтобы эти изделия монетизировались, да? Чтобы они масштабно продавались и были доступны туристам, гостям, которые сюда приезжают. Впереди же дети, игры «Дети Азии». Вот мы должны подготовиться к тому, чтобы мы к нашим участникам, гостям тех же игр «Дети Азии» были подготовлены и что-то могли представить им. Ну, вы ведь какую-то резолюцию приняли по итогам фестиваля? Вообще на круглых столах, конечно же, в деловой части это в основном, и вот как раз вот то, что Кристина Ну, сказала, если в коротко, вот конференции, какие да. итоги? Вы же вчера подводили итоги, да? Вот можно как-то самые главные пункты выделить? Ну, самое главное, это в первое то, что Союз керамистов у нас учрежден, да, и сейчас он должен пройти государственную регистрацию в Министерстве юстиции, это первое, да. Будут они активно продвигать именно свое ремесло. Во-вторых, вчера мы тоже также договорились с нашим профильным министерством, то, что данный проект, вот фестиваль «Сделано в Якутии. Выбирай свою», он очень нужен, важен. И это не только культурно-массовое мероприятие «Развлекаловка», это фестиваль, который несет глубокую концепцию в целом развития, да, и имеет очень большое будущее. И он должен войти вообще в программу мероприятий, чтобы стал ежегодным А вы не проектом. хотите его к какому-то туристическому большому событию привязать по времени, к ИСЭХу, например, или к «Зима начинается в Якутии»? Вот эти которые у нас проекты, да, большие, календарные. действительно очень хорошо тоже существуют, и как бы, ну, это тоже наши событийные мероприятия. Вообще таких событийных мероприятий должно быть много. И у каждого событийного мероприятия, конечно, должна быть своя какая-то дата. Ага, То есть ну, вы примерно хотите, время. чтобы этот фестиваль был отдельным событийным Да, мероприятием, потом, не привязанным к... Скорее всего так, больше мы к этому склоняемся. Почему? Потому что мы там в основном же продвигаем именно местное производство. Ну, как раз же туристы, они же приезжают на ИСЭХ, допустим, за теми же сувенирами. Или... Зима У меня начинается такая с логика. Якутии, это что? Это зимой проходит, и немножко там другая, там больше о холоде идет речь, да? Это вот Чесхан, это холод, это елка, немножко другое. И, соответственно, ИСЭХ, это лето, это наше больше обрядовое мероприятие, а у нас здесь, как сказать, наш фестиваль, как он дальше будет называться, это будет или форум-фестиваль. Ага, мы хотим его именно привязать к местному производству, чтобы местный наш производитель был на самом высоком статусе. Ну, то есть это именно республиканский пока фестиваль, и главная цель именно всю вот республику охватить. Ну и да, самое главное привлечь, конечно же, мы смотрим на производителей. будущее, чтобы к нам приезжали другие регионы. Чтобы это стал и дальневосточным в перспективе, да, чтобы стал дальневосточным проектом. А вот по туризму там была тоже номинация. Там какие успехи? По лучший туристический маршрут, как раз там у нас Жиганская агрошкола
получила спецприз, тоже вот открытки, да, со своими, с Любовью из Жиганска. Мы тоже, вот пользуясь случаем, благодарим вообще всех участников, которые заявились в этом конкурсе, несмотря на свою отдаленность. Но при этом хотелось бы как организаторы отметить, что несмотря на то, что у нас это только развивается, да, и у нас целый экспертный совет это заявки рассматривал, да, были представители очень такие прямо эксперты своего дела, у нас, конечно, хромает в части упаковки. Упаковка и подача самого сувенира, и в этом плане мы должны работать с нашими предприятиями, которые вообще изготавливают упаковочную систему, да, в целом, учить наших сувенирщиков, вообще производителей, Ну, как глава это правильно Якутии делать. предложил ведь на законодательном уровне поддерживать местных товаропроизводителей. Да. Вот сейчас ощущается это? Да, кстати, да, Ну ощущается. и вот по концепции. Да. Раз. Ага. И вот то, что у нас... Ну, вот как местные Да. товаропроизводители, расскажите. Да, вот. До этого вот керамисты, они как бы сами по себе были. Никто на них не обращал внимания. И вот мы решили вот создать наш союз керамистов. И изделие же это не только как товар, это же еще наш уникальный код якутский, культурный. Мы же его не просто продаем, еще распространяем нашу культуру. И сейчас на фоне того, что нас поддерживают, мы это ощущаем в плане информационной, и то, что нас воспринимают уже серьезно, то, что с нами надо работать, с нами надо уже как-то советоваться. И да, Что вас слышат да, уже. нас услышали, я так считаю. Даже вот, Ирина, вот то, что поддержали нас, да, национальные вещательные компании в информационном поле, мы вот, пользуясь случаем, вообще хотим выразить огромную благодарность, и мы принесли свое благодарственное письмо от организаторов от данного фестиваля. Благодарим вас за эту поддержку, потому что поддержка в информационном поле, да, доводить информацию даже вот сегодня в прямом эфире до жителей, до населения нашей огромной республики, это очень огромная поддержка. Ну и наше, конечно же, министерство профильное, да, Министерство предпринимательства, торговли и туризма очень нам прям помогла, да, и окружная администрация города Якутска тоже посодействовали нам в то, чтобы наше мероприятие состоялось. А вот мне интересно, участники, вот Жиганская агрошкола, а вот вообще возраст участников, он вообще не ограниченный, Вот да? в этом конкурсе как раз, да, сувенир, там без ограничений, возрастных. Ну, а вот просто интересно, какие были самые молодые, самые там Ну возрастные вот как участники? раз агрошкола была самая молодая, да, то есть у них есть своя мастерская при школе, и они вот совместный продукт отправили, получается, в номинации гастро-сувенир еда. У них там были вкусности в баночках маленьких таких, да. И вторая номинация, по которой вот они отправили, это были детские рисунки, как раз открытки такие на тему как раз вот нашей вот арктической северной темы. Тоже очень хорошо было. Директор представлял в целом вот изделия на финале, поэтому мы очень рады. Ну и вот сам слоган «Сделано в Якутии», он зарегистрирован как торговая марка довольно давно, да? И которые знают за пределами региона уже. То есть он, получается, полностью подвязан вот под этот... Под ассоциацию. Вообще, да, вот хочется отметить то, что, да, многие путают. В прошлом году, в конце года, ассоциация закрепила вот за собой право за данным товарным знаком, сделано в Якутии в Роспатенте. Что это дает, да, для членов ассоциации? Это в первую очередь, конечно же, статус и, как говорится, удостоверение о том, что этот производитель производит на территории Якутии. То есть это географическая, во-первых, привязка, то, что данный товар или данный продукт, он произведен в Якутии. Географическое место происхождения этого товара. Это очень важно, потому что из других регионов это же понимают тоже. И этот сертификат вот у нас в Роспатенте зарегистрирован в прошлом году.
Чтобы его получить вот такой знак на свою продукцию, допустим, я производитель, да, я там делаю, ну, не сувениры, не знаю, условно, там, бижутерию делаю свою. Вот чтобы мне получить этот знак, мне нужно обязательно в ассоциацию в это вступить? Ну, как говорится... Или мне нужно заплатить там какой-то взнос членский? Да, что нужно сделать для этого? Спасибо за вопрос. Чтобы, во-первых, получить данный сертификат, конечно, надо показать, доказать о том, что ты местный производитель. Потому что это очень важный момент, когда мы выдаем данный сертификат, мы доказываем о том, что данный производитель является производителем на территории Якутии. Ну, то есть проверка полная, да? Да, что конечно. Не заказываешь. Сейчас там... все открыто, сейчас проверить это несложно, все в открытом доступе у нас в интернете, да, даже элементарно. И подает человек заявление установленного образца, анкету, где он подписывается о том, что все, что он выдает, эту информацию, это его правда. И, соответственно, после этого, после проверки и после такого, ну, символического членского взноса, который у нас на самом деле, ну, вот по уставу, да, и общим собранием учредителей, членов общественной организации установлено для вот таких вот обычных организационных моментов, да, оплачивается, как и обычная некоммерческая общественная организация. А вообще вот в целом, как ведется сейчас работа, сейчас же вот внешнее давление, санкции, ну вот с чего, собственно, я начала, да, трудности есть или наоборот какие-то нестандартные пути решения это помогает искать? Ну вот Да, в части... с нашей стороны, со стороны керамистов Гончаров, мы вот в первую очередь столкнулись с нехваткой сырья, глины, так как основной поставщик по России это был на Донбасском районе, был завод большой, сейчас он, ну как известно, закрылся. И вот как раз поддержка местного производства, мы подразумеваем добычу глины самим. Вот это бы нам вышло бы очень в плюс и для нашей республики, потому что по всей России нет глины. И как мы все знаем, что у нас ее везде много, по идее. Да, вот если Так, ее... подождите, вы уже сказали, что ее нету. Ну, как бы глина сама есть, но ее надо переработать, ну, довести до состояния. Ну, то есть чтобы, сырье есть? использование, да. Сырье есть. В первостепенном виде. И можно из нее сделать именно такую пригодную для Да, вот как раз керамики в глину. конференции были и ученые, и кандидаты, которые разбираются по вот именно геологии и так далее. Да? И они нам подтвердили, что именно наша якутская глина, она экологически абсолютно чистая. Ее можно использовать и в посуде, и в сувенирных изделиях и так далее. И вот, соответственно, нам бы хотелось открыть завод, наверное. Да, вообще в перспективе, да, в перспективе, если помечтать. Завод по переработке, очистке и поставке глины даже по нашей, быть, и в другие регионы даже тоже. по нашей республике и в другие регионы. Ну, Ирина, мы тут добавим в любом случае, да, то, что вот мы общаемся же со многими производственниками, да, производителями в целом. И даже в той же креативной индустрии под линией ткани, да, тоже есть немножко проблемы. Там по линии, допустим, оборудования, все равно скрывать о том, что есть какие-то там проблемы в части того, что было до санкций и что сейчас, это, конечно, есть, ощущается, и об этом говорят производители. Вот, поэтому мы, конечно, очень надеемся на то, что на все эти проблемные вопросы наше правительство обязательно обратит внимание. Нам нужна эта поддержка, нужна поддержка вообще нашим местным производителям. Ну, кстати, помимо фестиваля местных инициатив, который сегодня завершился, на прошлой неделе состоялся также форум «Мама-предприниматель». Вот, ведь вы, значит, девушки, председатель ассоциации, у вас, значит, тоже дама. А вообще, можно ли говорить, что в последнее время у нас вот больше становится женщин-предпринимателей? Или нет, или просто самые активные? Это факт. Это факт, Это это факт. факт. И они и общественницы, они вот больше об этом говорят, да. Если у нас мужчины как-то тихо там делают свое дело, ходят, да, и они берутся за большие какие-то такие вещи, то у нас все-таки женщины, вот прекрасная половина общества больше идет к такой креативной части. В основном очень много самозанятых у нас появляется во время
ухода за ребенком, то есть, как говорится, в декретном отпуске. И вот, да, как раз вот и мама предприниматель, там очень много интересных мамочек с интересными идеями были. У нас вот участники этого конкурса тоже были представлены на нашей выставке «Ярмарка сделана в Якутии», в Кружало, да. Но это очень радует, и в целом в этой части же государство очень сильно помогает. И Центр «Мой бизнес» поддерживает своими проектами, конкурсами, да, и вот социальный контракт, который помогает в целом вообще, да, по линии вот и Министерства труда, социального развития. То есть инструменты, рычаги, механизмы есть для того, чтобы человек вообще взялся за какое-то дело. Это все есть. А вот интересно, какие сейчас самые такие перспективные направления? Ну, вот про керамику я поняла, что это перспективно, особенно если будет завод. А вот что еще? То есть, если вот, допустим, нас сейчас, допустим, кто-то смотрит, кто хочет заняться чем-то, в какой области, вот что сейчас? Ну, я вот Самое такое. человек, который, наверное, в эту сферу, да, допустим, предпринимательскую, наверное, многие, кто меня сейчас видят, смотрят, знают то, что я всю жизнь работала в бюджете. Ну или, как сказать, в государственных муниципальных учреждениях, да. И буквально вот как раз вот по приглашению Ольги Григорьевны я пришла в ассоциацию в декабре. И попала вообще в другую сферу, сферу совсем новых людей, да, которые вот по какому-то креативному мыслят, совершенно свободные люди, которые что-то хотят произвести и увидеть результат, продукт своего творения, да. И это очень замечательно на самом деле. Человек творит, что-то создает своими руками, и это вызывает вот большое вот уважение к этим людям. Ну вот чем таким вот можно еще заняться? Ну, я понимаю, керамикой, там, ну не знаю, дикоросы вот сейчас очень популярны, Да, например, в как последнее раз. время. Дикоросы это Вот что про это можете сказать? очень актуально, да, Ирина. Но при этом, к сожалению, наши дикоросы, вообще вот те, кто производит из наших местных ягод, трав продукт, это очень такой востребованный продукт, к сожалению, ни в какую вот отрасль, сферу не входит. И не будем говорить, недостаточно, да, как бы на эту сферу направлено вообще видение. Поэтому мы ставили этот вопрос и ставим до сих пор, что на дикоросов, на ягоды, на чаи, на травы нужно обратить внимание, потому что не поймешь, или они относятся к Минсельхозу, или они относятся вот к Министерству предпринимательства, тут пока непонятна ситуация. Поэтому за них мы можем тоже говорить, потому что они об этом говорят, и мы вот передаем информацию, что пока они вот нигде, и поддержки в этой сфере нет. Потому что это ведь не только чаи и варенье, это ведь и косметика, и лекарственные препараты, какие-то биологические добавки. И мало того, Ирина, в других регионах-то это очень хорошо вообще действует. Да? Есть специальные даже места, центры по сбору вот, трав, ягод. Ну вот на Алтае это очень развито, например, я И знаю. это вообще развито везде, вот очень хорошо. Вот наша задача, чтобы те, кто этим занимаются, а их у нас предостаточно по Якутии, но они вот местно очень мало собирают у своих, это системно как-то вот механизм еще не отработан, об этом тоже говорили на наших круглых столах. И это нужно дальше проговаривать и доводить до конкретного ума, чтобы развивалось. Ну и тут тоже, наверное, какая-то государственная поддержка нужна, потому что там на том же Алтае, там у них вот осенью все ушли за орехами. Потому что вот как у нас дают субсидии на молоко, у них там, значит, дают, ну, покупают орехи по какой-то цене государства, вот эти вот кедровые. Это вообще очень-очень, на самом деле, перспективное же вообще направление дикоросы. Тем более у нас Якутия очень богата в этом плане. Природа нас балует, да. И в этом году вот они сами и говорят, те, кто этим занимаются, да, что ягод очень много в этом году. Ягод много, особенно. Вот вы как раз сказали про керамику, но отойдя от добычи глины, скажу, что как раз на круглом столе тоже вот затрагивалась тема образования. И вот при работе с глиной в производстве у нас есть несколько техник работы с глиной. Это ручная лепка, литье и вот гончарный круг. Вот это на круге сделано, да? Да, это, получается, я сама сделала. Я, получается, и основной гончар, и руководитель нашей мастерской. И вот в данный момент мы столкнулись с тем, чтобы нехватка именно гончаров.
тех, кто сидят за кругом. В наших образовательных учреждениях есть только направление вот литье и ручная лепка. И в данный момент я не могу найти себе, ну как пару, да, которая сидит и прямо работает в таких же объемах, как я. И вот эту тему тоже поднимали. И там были представители же образовательного учреждения Да, Намское, да, училище? И? Да, и кто у нас еще художественный? Да, училище. художественное вот, Училище. вот запрос есть на этих специалистов. Да. Об этом очень И хорошо об говорили, этом кстати. Часов мало. меня, да, вот поддерживает не только я, и Чарон 21 век, то, что не хватает именно вот таких кадров, как Гончар. Ну, тут, кстати, вот получается, бизнес формирует запрос на рабочие места, да, и запрос на среднее профессиональное образование, Да, так на скажем, кадры да, или это конкретно. курсы какие-то. Вот мы как раз поднимали вопрос, может, мы кого-нибудь пригласим из Центральной России, чтобы он хорошо обучил наших студентов, чтобы потом были квалифицированные кадры, и чтобы к нам приходили уже на работу. Либо же вот система обучения по... Как там называлось? А Гончару можно быстро научиться стать? Это курсов достаточно или это нужно Я прям сама прошла, несколько лет да, учиться? курс. К нам приезжали с Пензы, наши, скажем так, учителя нас обучали. Примерно где-то месяц я обучалась, но потом я где-то полгода сидела чисто на практике. Это невозможно обучиться за месяц, за два. Это сидеть и учиться прям, как говорится. А технология, она вот как-то претерпела изменения с веками? Или это прям вот гончарный круг, как в мультиках показывают в кино? Крутится. Крутится. Сейчас у нас, да, электрические гончарные круги, но в Якутии, кстати, это же наше исконно традиционное ремесло и занятие. Это у нас и было, к нам это не пришло, это мы сами так дошли до этого. Но у нас в основном использовался, конечно, техника ручной лепки. А вот сейчас у нас есть как раз для увеличения объема производства помогают гончарный круг и вот литье. Ну и вообще в целом вот ощущение после фестиваля, да, вот вы сказали, что большая республика, что много очень участников. Обозначили основные, значит, какие-то вот, ну, керамисты, Да, объединились, приоритеты, там, вот, а еще что-то есть, о чем вы не упомянули? Да, не упомянули мы о нашем турнире, да. Ну, хоть как ни крутите, все равно наше население за здоровый образ жизни, за пропаганду наших национальных настольных игр. Мы прямо вот 26 в субботу с этого начали на площади Ленина, да, потому что спорт, он должен быть. И этот спорт, именно национальные настольные игры, он доступен для всех. Это вот наша Хавлыхамовская, это все, опять-таки, наши традиции, да, и с маленьких, вот прямо возраста с детишек это все начинается. Это и мелкая моторика в целом, да, это и дальше пропаганда наших национальных игр, ну и, конечно же, здорового образа жизни. Совместно с Федерацией национальных настольных игр мы это организовали, и очень прямо адреналин, такой вот командный дух, вот прям очень хорошо приняли участие у нас команды. Ну и, конечно же, о чем мы говорили, это наша открытая сцена. То есть мы заранее объявили по всем каналам о том, что на этот концерт мы приглашаем всех, кто хочет выйти на сцену, это в формате открытой сцены, да, типа открытый микрофон, да? Открытый микрофон, Да. показать свой талант. Предварительно какое-то прослушивание делали? Мы предварительно, конечно, у нас оргкомитет свой был, рабочая группа, где люди отправляли свои работы, свои вот творческие, да, номера. И, конечно же, ничего не касающиеся Якутии мы не допускали, потому что концепция самого фестиваля говорит о том, что мы из Якутии, и поэтому у нас все связано с Якутией, с патриотизмом, с Россией. Вот такие у нас были тематики выступлений на этом концерте. Люди очень довольны были. Так, еще в формате этого мы провели мастер-классы по лепке ручной, Да, вот также на по площади. глине. Еще же были боевые шелкопряды, да? Да, как раз вот мы СВО, конечно, не забываем, у нас состоялась там и благотворительная акция, активисты, как раз вот волонтеры, там показали мастер-класс по
как правильно плести Сетки вот эти, маскировочные маскирующие. сетки. Ага. И также в старом городе они продавали вот вещи первой необходимости, собирали и так далее. И все средства от этого, конечно же, будут направлены в помощь участникам СВО и их семье. Ну вот важно, что мы как раз Да. программу на этой ноте заканчиваем, патриотической. Спасибо вам большое за беседу. Вам спасибо. Вам Действительно, сейчас главной задачей выступает обеспечение продовольственной, технологической безопасности, суверенитета, да, технологического суверенитета не только Якутии, но и России. Причем на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития. Ну что ж, на этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.